При нашем ритме жизни остается мало времени на отдых. В нашей программе вы окунетесь в увлекательный мир путешествий, экстрима, охоты и рыбалки. Еженедельно мы будем переносить вас в самые красивые уголки Казахстана. Миллионы лет назад в этих местах дымили вулканы. Раскаленная магма вырывалась из горящих жерл и оседала на землю, выкраивая новый ландшафт. По утверждениям геологов, красные осадочные горные породы глинисто-карбонатного состава образовались в русле реки Чырын в период неогена, когда динозавров на Земле уже не осталось. Вода и ветер упорно и незаметно делают свое дело, вытачивая все новые формы в скальных породах. Добро пожаловать в Чырынский национальный государственный парк. Мы сейчас стоим на трассе Алматы-Чунджа, на территории Чырынского каньона. Отсюда на восток простирается территория парка. С правой стороны Багутинские горы. С левой стороны знаменитый Чырынский каньон. Как пишут ученые, долина замков представляет собой геоморфологический объект, наглядно отображающий процесс рельефообразования. Это очень популярное место у путешественников, туристов, любителей приключений и экзотики. Здесь едва ли не у каждого значительного выступа есть свое название. Смотришь на скалу – камень и камень, а глянешь в объектив видеокамеры или фотоаппарата и диву даешься. Это же сказочный герой Аладдин или барон Мюнхгаузен. Река Чырын веками пробивала путь со склонов хребта Кетмень через пустынный мелкосопочник, через мягкие осадочные породы подгорной равнины. В переводе с древнетюркского «Чырын» значит «бурная». Эту стремительную, своенравную реку облюбовали туристы-водники. Основной участок Чырынского каньона, а он простирается от речной долины Актогай до урочища Сары-Тогай, достаточно извилист. Эта река известна и своими порогами. Это Зубная щетка, Таут-Теке, Тарантул и Броненосец. Однажды группа туристов-водников причалила к берегу на ночевку. И люди, оказавшись на суше, остолбенели. Увидели танк и окопы. Ошеломленные увиденным, они уже решили, что попали в другое время и пространство. Вернулись в военное время. Но вдали замаячил джип, на котором подъехал известный российский режиссер Андрей Кончаловский. Говорят, Чырынский каньон уступает американскому Гранд-каньону только в масштабах, но не в красоте. Это подтверждают Стив и Саймон из Лондона. Мы считаем, что здесь замечательно, потрясающие виды. Все это производит сильное впечатление. Здесь очень красиво. Вы бывали в Гранд-каньоне? Да, я там был. В чем разница? Разница существенная. Он немного шире, но в общем и целом они похожи тем, что тут и там замечательные виды. Чырынский каньон – это не просто каменный мешок, по дну которого течет река. Он представляет из себя ансамбль башен и минаретов. Опять же, ученые-мужи утверждают, что близко к нынешнему облику ущелье достигло примерно около полумиллиона лет назад. Люди науки говорят, что 300 миллионов лет назад здесь был океан, потому что только большая вода могла создать такие ущелья. Когда-то жители этого края через ущелье переезжали в Китай. Сейчас его называют каньоном, а когда-то люди прозвали это место оврагом шайтана.
Здесь растет джигида, и мы присматриваем за этими деревьями, чтобы туристы могли отдыхать в их тени. В долине замков егерь посадил иву, а там стоит великая сушь. Но человек упорно носит воду к корням дерева, поливает его, прикрывает ветки от солнца. В общем, растит как дитя. Из Чырынского каньона егеря национального парка повезли нас в долину реки Темирлик, которая является правым притоком реки Чырын. Здесь в изобилии растут ивы, лох, барбарис, чингель и тамариск. Река то разливается, то сужается, и в тех местах, где скалы образовали прижимы, она бьется, как дикий зверь в клетке. Перепрыгивая через пороги и мчится дальше, чтобы вновь расступиться вширь и успокоиться. Набраться сил перед очередным броском. Мы высматривали в этом каньоне теков. Таутике – это крупное копытное животное, обитающее в горах Азии. Самцы носят роскошные загнутые рога длиной до 1,5 метра, а по поперечным валикам на рогах определяется возраст тека. У самок рога короче, но и те, и другие легко передвигаются как по сыпучим склонам, так и по скалам. Только что мы с вами увидели 4 горных козы. Тут обитают несколько видов диких горных козлов. С утра до вечера мы показываем туристам этих животных. Мы защищаем эти места от браконьеров. Начиная с осени, мы не впускаем сюда людей и домашних животных. Теки могут подниматься на высоту до 5000 метров. В жару они уходят туда, где лежит снег, прячутся от солнца под скальными выступами и бродят по гребням, обдуваемые всеми ветрами. Живут таутики на крутых склонах гор, изобилующих скалами и каменистыми осыпями. Зимой спускаются по южным склонам, где сохраняется прошлогодняя трава. Держатся теки стадами от 3-5 до 30-40 особей. А стадо состоит из самок, за которых самый сильный самец бился в традиционных боях. Остальные взрослые и подрастающие теки держатся отдельными группами. Самки приносят по одному, иногда по 2 козленка, которые могут ходить с первого дня жизни. Таутике являются объектом спортивной и промысловой охоты. Осенью, когда выпадает снег, мы посыпаем землю кукурузой и солью, чтобы подкармливать диких животных и кекликов. Если есть соль, горные козы никуда не уйдут. Когда нет дождя, мы открываем местные родники, куда на водопой приходят животные. Вот в этом и заключается наша основная работа. Каньон реки Темирлик не столь грандиозен, как долина замков, а потому здесь множество укромных уголков, куда не ступала нога туриста. Река Темирлик тоже берет начало в горах хребта Кетмень и за миллионы лет пробила каньон, рассекающий степь. Это ущелье Темирлик. В основном здесь ясень, тополя, ива. Здесь в основном же каньоны. Ясень, она больше нигде нету. Это оазис. По степи ездишь, потом заезжаешь, здесь речка. Это самое прекрасное место. Малый каньон находится в пересохшем правом притоке реки Чырын, чуть ли не напротив Большого каньона. Это отличное место для проведения геологических экскурсий, так как в разнообразных изваяниях Малого каньона можно увидеть башни и скульптуры.
Это тоже одно из красивейших мест Чарынского национального парка – Малый каньон. Это место находится на расстоянии от Большого каньона. Особенность его в том, что камни напоминают скульптуры. Это место может стать большой туристической базой в Алматинской области, потому что здесь очень красивые необычные камни, и мы хотим развивать здесь туризм. В этих краях есть еще каньон Бестамак, расположенный между долиной замков и каньоном реки Темирлик. До малоизведанных боковых каньонов Чарына можно дойти только пешком из долины замков. А мы на другой день отправились посмотреть еще одно чудо природы – деревянное озеро. После долгой дороги мы наконец-то добрались до охотничьего хозяйства «Деревянное озеро». В этом хозяйстве находится то именитое деревянное озеро, про которое многие рассказывают, что там водятся огромные самы и очень отличная рыбалка. Этот водоем со всех сторон окружают барханы. Пески мигрируют, наступают, и озеро смещается, и только в одном месте на берегу растет туранга. Это разновидность тополя, описанная в 1842 году ученым Шренком. Туранга образует пойменные леса вдоль рек и по затопляемым в паводки низинам. Иногда в таких рощах она сочетается с лохом, тамариском и ивой, что называется тугайным лесом. Туранга разнолистная может достигать больших размеров. Свое название она получила потому, что на одном дереве этого вида туранги листья сильно различаются как по величине, так и по форме. В туранговых рощах не бывает большой тени, так как деревья поворачивают листья ребром к солнцу, чтобы уберечь влагу. На деревянном озере сидят утки всех мастей. В нем много рыбы, и стоило нам закинуть удочку, тут же клюнула красноперка. Хорошая рыбка, только маленькая. Над водоемом без устали кружат аисты и цапли, и мы решили сообразить походный завтрак в этом красивом месте. Разожгли костер, положили в огонь банки с консервированным мясом, так называемый в народе завтрак туриста. Главное в еде хорошо разогреть и потом посолить. И стали считать щелчки. Нагреваясь, жесть издает звуки, и после 6-го щелчка тушенку принято вытаскивать из огня. Это значит, она нагрелась. Покончив с походным завтраком, мы отправились назад. Наше путешествие по Чарынскому национальному природному парку закончилось. Уезжать не хотелось, но мы спешили в город, чтобы поделиться со всем миром той информацией, которую получили от сотрудников парка, и тем видео, которые успели снять за 3 дня. Приезжайте в Казахстан, не пожалеете.